Всем привет! Это «Испытывай на себе», и мы на маршруте. Маршрут сегодня у нас заключается в следующем. Мы поедем, откроем, так сказать, южноякутский зимник с трассы, с федеральной трассы Лена в районе некогда поселка Нагорный на Юрский. Поедем мы на микроавтобусе Хайс Региус. Везем мы груз в артель старательскую. Здесь еще в прошлом веке, в начале прошлого века, даже с позапрошлого века, конца позапрошлого века уже добывали золото. Места насыщенные историей. Ну что, поехали! Юрский – это название ручья, правый приток реки Ганам, где находится один из крупнейших золотых приисков в этом районе, отработка месторождения на котором началась в 1995 году и продолжается по настоящее время. С недавних пор добычей золота на данном участке занимается холдинг ПАО «Селигдар». Именно туда мы и держим курс. Расстояние от Нерюнгри около 200 километров, 97 из которых являются сложным участком с множеством перевалов и бродов. Наиболее опасными считаются переправы через реку Тимтон и Ганам. Еще со времен Советского Союза в этом районе активно велась добыча золота. Одна из ближайших артелей на нашем пути – так называемые «муравьи», участок Муравьевский. В те времена артель насчитывал около 2000 старателей, имела теплицы на территории и даже собственный бассейн. Целый поселок посреди тайги. Какое-то время участок был законсервирован, а с прошлого года работы на прииске возобновились. Почти все артели в этом районе тесно сотрудничают с оленеводами, так как находятся на земле Иенгринского и Венкийского национального наслега. Примерно в 50 километрах от федеральной трассы Лена дорогу переграждает река Тимтон. Самый сложный брод на пути. Тимтон является притоком реки Алдан. В верхнем его течении были обнаружены месторождения рассыпного золота, добыча которого началась аж с 1887 года. И по сей день места эти привлекают старателей, которые уже по 5-му кругу перемывают породу. Упоминание об этой золотоносной реке есть и в художественной литературе «Становой хребет» Юрия Сергеева. О коварстве порогов, ям и стремительном течении Тимтона местные жители знают не понаслышке. Почти каждый год в его водах гибнут люди. Ну все, ребята, наш первый брод, река Тимтон. Должны ее пройти на неподготовленной машине, но 4 ВД на микроавтобусе. Вот указана вешка, брод, и остальная там вешка. Нам нужно туда выехать. Ну что, ни пуха, ни пера, поехали.
нас в Южной Якутии броды берут. Далее нам остается преодолеть еще 40 километров. Дорога, как мне показалось, стала немного лучше. Видимо, недавно прошел бульдозер. А на смену множественным перевалам открылся вид на отроги Станового хребта. Второй брод, река Ганам. Видишь, он прям вот миль. Ну это, можно сказать, вообще относительно просто. Темнеет, вечереет, но мы груз доставили. Сейчас отъехали. Небольшой перекус, поужинаем и в обратный путь уже в потемках. Как говорится, путь домой веселей и короче. Но, как выяснилось позже, не в нашем случае. Там на том берегу пешка стояла. Да, мне кажется, нам чуть левее затереть. Так, я поймали. Теперь стой, назад. Заднюю давай врубай, сейчас заглохнет. Заглохли. Петя, люк открывай. Не открывается! Так, подожди, все, пошел! Так, рюкзак с камерой, телефон, документы, все, я на крыше. Что там, мы плывем?
Нет, все, стоим, стоим. Я через дверь пошел. Никуда, налево или направо? Нам надо на правый берег. Направо. Прямо не пройдем, за берег большой. Давай вверх по течению, выше. Еще выше, там видишь проталина. Попробуем там выбраться. Ну тут, ребята, начинается нежданно-негаданно само испытание. Самое, причем из всех испытаний, самое испытанное испытание. Удалось нам выбраться из машины, но было сложно. Вода холодная, течение. Глубина, скажу, где-то ну по грудь. Течение сносило. Сложно было выбраться на берег. Но, тем не менее, получилось это сделать. Оставить сухим пуховик. В руках его пронес, кофту сразу снял и пуховик на руках пронес. Петя, спасибо Пете, он аппаратуру, рюкзак с аппаратурой вынес тоже на руках. Вышли мы на берег, машина осталась там. Ну и сейчас принимаем решение такое, нужно спасать себя. Ну погода еще более-менее. Пока идем, нормально, хоть и мокрый, но все равно терпимо. В 15 километрах отсюда, я знаю, стоит стойбище оленеводов. Там есть связь. Попробуем туда. Нам 2 перевала перейти. Вот, попробуем туда пройти. Но я так думаю, расчетное время, даст бог, 3 часа пешки. Ну, пока идем, тепло. Не тепло, но терпимо. Не холодно. Не холодно, во всяком случае, да. Вот, и пройдем туда. Там уже, я думаю, все-таки будет кровь, тепло, высушимся. И утром уже предпримем какие-то меры по эвакуации уже автомобиля. Сейчас, пока что на данном этапе, мы спасаем себя. Потому что мы мокрые, идти нам 15 километров. Ну, идем. Как-то так. Да, вот он, герой. Петя тоже, да, Испытанно на мокрый, себе. да. Впереди появились огонечки. Мы так думаем, что это нам бонус, потому что по расчетам до оленеводов еще километров 8. А тут, я так думаю, что вдоль реки у Тимтона чуть выше стоит база артель Сарательская. Сейчас думаю туда добраться. Но там, во всяком случае, может быть и техника большая, которая нам завтра с утра поможет вытащить автобус с реки. Но пока идем, уже, конечно, температура падает, холоднее становится, мокрые зоны подмерзать начинают и инеем покрываться. Но идем уверенным, бодрым шагом. Да. Так. Это я свечу фонариком, чтобы было видно. Вот, идем. Ну, уже долго идем. Но, как говорится, есть ориентир. Свет впереди. Значит, есть жизнь. Видно, друзья, по моей улыбке, да, что мы вышли. Спасение есть. Да, уже можно немножко передохнуть, выдохнуть. Дошли мы, получается, ближе, чем планировали. Мы хотели выйти к оленеводам, но тут ближе оказалась Сарательская артель. И вот спасибо Жене, бригадир местный из Читы. Оказывается, уже плавал, знает. Здесь такие, как мы, говорит, каждый год, говорит, вылавливаем. Так что, ну все, нам выделили баллочек. Каморочку, да. Да, печку сейчас затопили. Еще банька у них не остыла. Сейчас в баню тоже подкинули дров. Пойдем греться, потому что я начинаю уже чихать. У меня уже звоночек. Покажу, слышишь, в каком состоянии мы это. Вода. Если кто не верит, Вода да, течет. что плавали, да. Да и все мокрое. Куртка, штаны, все мокрое. Но самое главное, что был момент такой, да. Духом мы не падаем.
Был момент, когда, был, конечно, испуг, и когда уже понимаешь, что идет конкретно уже борьба за выживание, да, то есть уже строишь планы там. Ну ничего. Я прикинул, что да, километров 15-20 пешки, думаю, ладно, мы мокрые, но пока идем, то есть, температура позволяет. Думал, мы выйдем к оленеводам, а тут, оказывается, вообще тут 12 километров мы прошли и вышли на них, и уже договорились, кстати, насчет трактора. Завтра с утра поедем эвакуировать, так что, думаю, еще... Ну, еще завтра, конечно, будет неприятный один момент. Это нужно будет нырять в воду, Для меня. искать крючок. Ну, в общем, ничего. испытание продолжается, но факт то, что мы радостны, Ну, мы экстрим выжили. настоящий. Да, экстрим настоящий. Мы не мы поднимай. выжили, да. Сейчас пойдем греться. Затопили печку, здесь уже более-менее комфортно. Пока Петруха моется еще в бане, я уже пытаюсь тут хотя бы первичку высушить. Это подштанники, термобелье и футболка сухое, в чем спать, и носки. Может, сейчас даже переодеться не. Смотрите, какие нашел. Здесь были в избушке брючки одел, кирзачи. Но пока что еще чулок одел мокрый, но в нем лучше, все равно он термочулок, все равно температуру держит. Лучше, чем босиком пока. Это еще надо походить, что надо дров поколоть на ночь. Сейчас хорошо, есть чайник, вот закипает. Все. Сейчас чайку налить. Ну и надеюсь, все-таки иммунитет возьмет свое. Нельзя простывать. Завтра еще целый день нужно потратить, чтобы вытащить. В офисе опять меня потеряют. Опять я пропущу очередное собрание. И буду говорить, вот, козюра опять ничего не делал. Ты ж не виноват, ситуация такая. Но зато испытано прям. Был такой лайт режим, лайт формат, да? А стал таким прям, ух. Такая столовая. Чайничек. Скоро будет обед. Выпечку сами делаете, да? Так что мало того, что мы просохли, отогрелись, мы еще и сыты. Нас накормили очень вкусно. Доброе утро, ребят. Выспались, раннее утро. Начинаем процесс эвакуации. Спасибо, конечно, отогрелись. Вот нам дали вот такой Урал. Троса загрузили и залазим сейчас. Команда спасателей. Спас-операция началась. Спасибо ребятам. На такой машине техники едем. Надеемся, что его не снесло и льдом не пробило лобовое стекло. Тогда будет шанс вытащить машину. Пока настрой боевой, едем. Началась операция эвакуация. При дневном свете, увидев место нашего ночного происшествия, я понял, насколько нам повезло. Ну, если так можно сказать. Буквально в 50 метрах ниже по течению начинается глубокая яма,
в которой в прошлом году утонул КАМАЗ. Конечно, отдельного экстрима нам добавила и темнота. Но самое главное, мы не поддались панике и, на мой взгляд, сделали все правильно. Еще одним везением стало то, что удалось до замыкания проводки открыть люк, через который я вылез на крышу, спасая камеры, телефоны, документы и, главное, как я подумал в той ситуации, зажигалку. Именно ее на уровне инстинкта самосохранения я больше всего боялся намочить, так как на самый крайний случай огонь помог бы нам выжить. А находясь на крыше автомобиля, в слабом луче фонарика я разглядел меж сплошных ледяных заберегов проталину, по которой нам удалось выбраться на берег, сохранив все вышеперечисленное. А как я догадался снять куртку и кофту перед погружением, борясь с течением по грудь в воде, пронеся их в руке над головой, так же как Петр, отважно и бережно пронес рюкзак с камерой. Сегодня весь этот ночной кошмар вспоминается с улыбкой. Тем более, что на выручку нам пришли ребята из артели «Южная», участка «Лебединый», Николай и Евгений.
Потратили 2,5 часа, и операция эвакуации завершилась успешно. Все, сейчас мы планируем оттранспортировать автомобиль на базу старателей, потом на вахтовке с ними уехать в город, ну а в городе уже решать по поводу эвакуатора, чтобы забрать ее потом. Самое главное, самое страшное уже позади. Блестит. Ну что, друзья, резюмируем. Настал тот момент, когда уже действительно можно выдохнуть. Уже не просто за себя, уже и за машину. Главное, как я говорил, Пете, главное, что ее пока лед не стал, вытащить из воды. Это было проблематично. Потратили мы сегодня 2,5 часа, но все-таки это удалось. Все, машина здесь. Незапланированное приключение. Но что я хотел прежде всего отметить, вещь номер один, о которой я подумал, когда открывался люк, и я знал, что нужно лезть на крышу, максимально оставаться сухим. Это нужно спасти зажигалку, чтобы она была сухая. Потому что 150 километров от города, я не знал, где ближайшая артель, но я знал, что километров в 15-18 стоят оленеводы, база и венки. Туда, я думал, можно, если вдруг было бы слишком холодно, мы не дошли, нам нужен был костер. Практически не было паники. И все как-то слаженно прошло, и какие-то, вот, не знаю, на автомате какие-то действия такие, которые, ну, во всяком случае, я так считаю, что каждое наше действие было правильно. В результате всего, как бы у нас и зажигалка, мы могли костер сжечь, у нас и сухая аппаратура. И когда я, кстати, тоже на заметку, когда нужно было уже прыгать в воду с автобуса и идти по воде, то есть воды по грудь, то есть я догадался снять кофту, куртку и тоже на руках их нести, чтобы потом, ну, хотя бы верхняя часть одежды была сухая. Это тоже как бы такие. Ну и, конечно же, какой момент, в котором я уже третий раз убеждаюсь. У меня первый раз я столкнулся, когда в минус 30 я на снегоходе пролился полынью, где-то чуть ниже пояса в воде был. Это про сапоги. Сапоги с чулком, с термочулком. То есть даже когда туда вода попадает, холодно сначала, но потом за счет тела вода нагревается, и все уже, как бы мороз туда не поступает, она держит температуру тела. То есть ногам комфортно, даже если они промокли в холодной воде. Ну и плюс, конечно, костюм. Это мой костюм, скажем, такой light, да, самый легкий. Это больше, скажем, такой горнолыжный. Но они же все из синтетики, синтепон, поэтому они непромокаемые. То есть даже если он намочился и промокнул, он все, с него стекло, он даже подмерз, все, он все равно тепло держит. Поэтому вот тоже это немаловажный фактор, который сыграл нам на руку. Вот. Ну а второй, конечно, это ориентирование на местности, я бы так сказал. Хорошо, что я здесь уже бывал не раз и знал, куда нам двигаться, в какое направление, на какой берег нам нужно переходить, чтобы потом еще раз не переплывать Темтон. Вот. И во всяком случае я знал одно место, куда точно мог довести и себя, вывести, и Петра. Это Оленеводы. Они тут еще в километрах, в 5, через следующую сопку стоят. А тут нам, как получается, за то, что мы сделали все правильно, все наши движения были правильные. Вот как спасительный бонус, участок Лебединый, артель Южная. Ну, вот. Все в совокупности, наверное, и привело к тому, что сейчас, пока Петя в бане отогревается, сегодня он тоже покупался, я сегодня был оператором, вчера накупался, хватит. Ну, все привело к тому, что сейчас мы уже можем улыбаться, выдыхать. Сейчас будет машина в город, приедем, уже обязательно надо заварить себе чайку и уже выдохнуть в душике и переодеться. Ну, вот как-то так. Конечно же, еще огромное спасибо ребятам из артели. Хочу отдельный привет и респект передать Чите. Чита молодцы, хороших мужиков воспитывайте. То есть реально без всяких лишних вопросов все помогли, сделали. Ну, будем закругляться. Сергей Козера испытано на себе.